Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Вот о чем пойдет речь. Президент сказал, как надо. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. О чем в своем послании говорил Владимир Путин, расскажет Дмитрий Аринин. Спустя 10 лет получили счет. Мы считаем, что стопроцентной оплаты по данному договору внесено не было. Почему Госжилфонд Республики судится с некоторыми жителями Агрызского района, знает Сергей Хайдаров. Не пройти, не проехать. Каждый год. В каком веку-то мы живем? Почему жители деревни Татарские Урматы вынуждены утопать в снегу, расскажет Рамиль Галиулян. Помощь в деле. Предпринимателю, как правило, деньги нужны сегодня, сейчас. Как с нуля открыть свое дело и как в республике получить на это помощь у развивающихся предпринимателей, узнавал Рамиль Шайдуллин. Владимир Путин выступил с ежегодным 15-м по счету посланием Федеральному собранию. В зале Гостиного двора политики, депутаты Госдумы, главы регионов, общественники. В его речи 41 раз прозвучало слово «семья», 37 раз «люди», 71 раз слово «должны». Акценты, которые расставил президент, уже активно обсуждаются, и мы сегодня тоже услышим мнение экспертов. Это главная тема дня. О послании Путина подробнее Дмитрий Аринин. Первое, как сказал Владимир Путин, главное в его послании – внутренняя политика. Все то, что волнует простых людей. Для этого в стране уже запущены национальные проекты. И, как сообщил президент, времени на раскачку нет. Там слишком планка высокая. Не получится. Вот с такими настроениями лучше к снаряду не подходить. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему. Значительно лучше дела должны стать во всех российских семьях. Особенно для многодетных президент анонсировал множество новых льгот и выплат. Принцип должен быть очень простой. Больше детей, меньше налог. Прозвучало новости для 20 миллионов россиян за чертой бедности. Чтобы люди могли найти работу, появятся социальные контракты. А чтобы избавить от кабалы, возьмутся за микрофинансовые организации. Оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас. Не чувствовать себя обманутыми должны пенсионеры. Президент поручил пересчитать начисленные в этом году выплаты. Прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. Возникшую несправедливость, а это безусловно так и есть, надо немедленно устранить. Навести порядок поручено в экологии, особенно во всем, что касается мусора. Реформа, справедливая оплата, места свалок. Если все сведется к росту платы за вывоз мусора, это не работа, а профанация. На свалку истории президент предложил отправить все нормативные акты, что регулируют работу бизнеса. Сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям. Остальные сдать в архив. Чтобы экономика работала лучше, будут развивать движение WorldSkills. Президент пожелал удачи нашей команде на чемпионате мира в Казани и сказал, систему профобразования ждет модернизация. К 2022 году переоснастить современным оборудованием более 2000 мастерских в колледжах и техникумах. Улучшать будут сельское хозяйство, медицину, образование. Так появится программа «Земский учитель». Ипотеку хотят снизить до 8%. А для этого, о чем говорили на Госсовете в Иннополисе, должны освободить застройщиков от бремени НДС. Как отметил президент, на все социальные преобразования деньги в стране есть. Для этого распакуют фондовую кубышку. Сейчас мы можем направить и сконцентрировать на целях развития колоссальные, во всяком случае для нашей страны, колоссальные финансовые ресурсы. Нам их никто не подарил. Мы не взяли их взаймы. Эти средства заработаны миллионами наших граждан. Что касается международной обстановки, Россия будет вести независимую политику, в случае чего сможет постоять за себя, а все выкрутасы США давно известны. Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу. Как подытожил президент, чтобы добиться успеха, нужно сплотиться и поверить в свои силы. Дмитрий Аринин, ТНВ, Москва.
Не дожидаться пинка, впрячься в работу. Тогда и замечания от главы государства будут добрыми. Рустам Минниханов сегодня прокомментировал РИА Новости шутливое замечание Владимира Путина во время его визита в Казань. Президент делает замечания, надо реагировать. Они же такие добрые замечания. Когда президент сделает пинок, это плохо. Когда президент делает замечание, значит, он себя замечает, заявил Рустам Минниханов. В зале выступления Владимира Путина слушали представители Татарстана. Вот как они отзываются о прозвучавших тезисах. С нетерпением ждали решения по федеральным программам, по школам, детсадам. И спасибо, все они реализуются. Мне больше всего как-то оказалось ближе по душе вопросы, связанные с нацпроектом «Демография», вопросы поддержки семей, вопросы мотивации рождаемости детей, как поддерживать семьи, как мотивировать и поддерживать семьи при рождении ребенка, какие льготы, какие преференции давать семьям. Я считаю, это самое сильное место сегодняшнего послания. Совсем недавно, когда у нас были встречи с общественностью, вот одна из тем там была озвучена. По крайней мере, вот эти льготные каникулы для граждан, которые берут кредиты и в определенные сложные жизненные ситуации не могут их отдать. И он услышал, и сегодня он это озвучил. Вы знаете, я вот с гордостью сидела и слушала, и думаю, как здорово, что это не просто формальные встречи. Очень жесткие сроки, очень жесткий подход к реализации. И самое главное, все это измеримо. Нам, как представителям Народного фронта, поставлена сегодня в послании задача обеспечить публичный народный контроль. Следили за посланием президента и в Казани, кто-то по телевизору, кто-то в интернете. Что они считают главным в этой речи? Давайте послушаем. Что здесь, на мой взгляд, нового появилось? Пункт первый – это то, что Россия как социальное государство по Конституции обозначена. Но, к сожалению, у нас долгие годы реальность не соответствовала вот этой конституционной норме. И президент, на мой взгляд, достаточно твердо обозначил, что необходимость вот этому курсу на именно социальное государство следовать, и поставил задачи. Порадовало то, что 90% времени и содержательной части было посвящено внутренним проблемам. Так сказать, послание было больше адресовано и обращено вовнутрь, к населению России. Соответственно, дорогие россияне получили от президента пряник. Практически на 90% посвящено проблемам внутренним и связано непосредственно с жизнью граждан страны. Это давно не было такого. Хорошо услышав и прочувствовав некоторое волнение, напряжение и даже, скажем так, раздражение, которое сегодня существует в обществе по поводу внутриэкономической, социальной ситуации в стране, акцент в послании вот, по отношению к прошлогоднему посланию был сделан на внутреннюю политику, на социальный блок, на блок научно-технологического, научно-образовательного, медицинского прорывов, и это четко обращает на себя внимание. Кто-то даже написал очень правильно о том, что послание было настолько продумано и просчитано, что его можно было даже не зачитывать, а в виде прямых поручений отправить уже в соответствующее министерство и ведомство на исполнение. Владимир Путин в своем выступлении сделал акцент на привлечении инвестиций. По этому поводу даже дал несколько важных поручений. Рост объема инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6-7%. Достижение такого уровня станет одним из ключевых критериев оценки работы правительства. Так совпало, что накануне послания в Германии Татарстан заключил ряд больших инвестиционных контрактов. Наша республика и немецкая компания Siemens модернизируют Заинскую ГРЭС. При сотрудничестве уже с компанией Лайнден осенью этого года в Нижнекамске начнут строить новый этиленовый комплекс. О договорах на бизнес-полях Германии Салават Мухаммадуллин. Конечно. Вы здесь уже были? Бывал и не раз, а потому сразу за стол переговоров и подписания соглашений. Татэнерго господину Хазиеву и компании Siemens господин Либеров. 3 подписи на не 1 миллион. Это соглашение между правительством республики Siemens и компанией Татэнерго по модернизации Заинской ГРЭС. Она построена еще в 70-е, до сих пор закрывает треть потребностей республики. Модернизация позволит увеличить энергоэффективность и сделать ее конкурентоспособной. Ведь новое соглашение предусматривает строительство 2 новых блоков парогазовых установок.
Мы считаем, что компания Siemens должна иметь более широкий ряд локализаций своих производств в России, в том числе можете выбрать и Татарстан. Вообще Германия и Татарстан стратегические партнеры. В последние годы взаимный товарооборот достигает 2 миллиардов долларов, и он будет расти. Уже осенью этого года компания Таиф и немецкая Линде начнут строительство этиленового комплекса в Нижнекамске. Это хорошая вещь, что экспертиза проекта может быть сделана досрочно, получение всех документов раньше времени, которые повлияют на, так сказать, ускорение сроков года в эксплуатации. Для эффективной работы будущей этиленовой долины Таифа немецкая компания открыла в Нижнекамске академию по обучению будущих специалистов комплекса. Специальные курсы прошли уже почти 100 человек. Компания Siemens, мы реализуем большие проекты с ними, особенно вот энергетические проекты. В то же время медицина, цифровизация, эти тоже направления развиваются. А что касается компании Линде, республика наша нефтехимическая. Компания Линде – это мировой лидер. А это уже подписание соглашения с федеральной землей Саксония о межрегиональном сотрудничестве в торговой, экономической, научно-технической и культурной сферах. Мы подготовим рабочую карту, дорожную карту для того, чтобы конкретно уже говорить о каких-то проектах, о каких-то сроках. Я считаю, что это очень позитивная, нужная работа для наших регионов. Расширить сотрудничество помогут и взаимные визиты. Рустам Миниханов пригласил немецких партнеров посетить республику. Салават Ухмадуллин, Марат Хусейнов, Андрей Сентальцев, ТНВ, Германия. Получили дом, прожили в нем почти 10 лет. В итоге суд, и выясняется, должны за жилье миллионы. Со своей проблемой к нам обратилась семья Кудрявцевых из Агрыза. Свой дом они получили еще в 2010 году по программе «Молодая семья» за 1 миллион 200 тысяч рублей. Теперь с ними судится Госжилфонд, который требует от семьи почти 4 миллиона. Причем с такой же проблемой столкнулись по меньшей мере 20 семей. В ситуации разбирался Сергей Хайдаров. Он разваливается, если честно сказать. Утеплитель местами, где есть, где нет. Теплым и уютным этот дом стал только после ремонта и собственных капитальных вложений. Кудрявцевы живут в нем чуть меньше 10 лет. Ухаживают за бабушкой-инвалидом и воспитывают 2 детей. Они тоже имеют инвалидность. Один из них приемный. Семья получила жилье по программе «Молодая семья», заплатив 1 200 000. Пережив одну зиму, поняли, что ужасно холодно. Дом, в ужасном состоянии. Мы попросили свой сертификат обратно, в чем нам отказали. Дом семья получила по договору краткосрочного найма. За все время от ГЖФ ни слуху, ни духу. И вот письмо счастья. Семья оказалась должна фонду почти 4 миллиона. Вот так у нас обстоят дела в ванной комнате. Дырка почти до 1-го этажа. Мы уже здесь боимся даже ходить, потому что все, вон видите, что творится. И Кудрявцевы не единственные, кому предъявили жирный счет. Все получали жилье по республиканским программам. Это ветераны, аварийщики, молодые семьи и ипотечники. На руках у них только договор аренды. Составили договор с администрацией, никакого акта не составлялось. Заселяйтесь, живите, делайте. У нас нет ни прописки, ни документов на жилье, абсолютно ничего. Только договор ипотеки, который просто непосильный. На землю нет. Дом, на дом есть, а на землю нету. Абсолютно. Он висит просто. Любой человек придет и скажет: убирай свой дом, и куда хотите, туда и катись. 20 семей. Половина с ценой смирилась, а вторая, та, которой нечем платить, обивает порог местной администрации. Здесь уверены, нужна независимая оценка. Чтобы провели судебно-строительную экспертизу, оценили ее фактическую стоимость этого объекта. И, исходя из этого, можно будет уже в дальнейшем разговаривать и с жилфондом, и гражданину. Мы считаем, что 100% оплаты по данному договору внесено не было. Дело дошло до Фемиды. ГЖФ утверждает, за жилье не доплатили. Суд запросил у сторон дополнительные документы. Потому пока рассмотрение дела перенесли. Еще в начале недели с официальным запросом мы обратились в Госжилфонд. Откуда вдруг возник многомиллионный долг? Сегодня 3-й день. Ответ пока в редакцию не поступил. Значит, к этой теме мы еще вернемся. Сергей Хайдаров, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Агрызский район. О доле тех, кто может лишиться единственного жилья, говорил сегодня и Владимир Путин. Он отметил, нельзя оставлять людей без крова. Какие меры предложил, услышим далее.
Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы. Мы недавно говорили об этом в Казани. То есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее. Семья, дом, работа. Там, где есть работа, порой нет людей. Так случилось в Азнакаевском районе. Там обеспеченность медкадрами всего 67%. Катастрофически не хватает узких специалистов, кардиологов, анестезиологов, ревматологов, гинекологов. Почему уходят свои и не возвращаются целевики, спросила Филюза Хамидуллина. Это детская поликлиника Азнакаева. Файруза Фатхуллина со своей дочкой пришли к педиатру. Проблем с очередями, говорит, нет. И качеством услуг довольна. Но признается, к узким специалистам попасть трудно. Детского хирурга в районе вовсе нет. Тут был врач, который приходил со взрослой поликлиники. Вот, и мы показывались ему на медосмотре. Не хватает 15 врачей, признается главврач ЦРБ. Нехватка кадров, она влияет на качество выполняемой работы. То есть на самих пациентов. Ну и, конечно же, безусловно, влияние есть и на непосредственно самих специалистов. Сейчас в больницах и поликлиниках района 35% врачей предпенсионного возраста. Замены им практически нет. Спасают целевики. Рамиль Исхаков один из них. Сейчас он единственный невролог. Обучался за счет Азнакаевской ЦРБ. Также за счет Азнакаевской ЦРБ проходил обучение в ординатуре. Надо предусмотреть в будущем увеличение целевых направлений медицинской вузы. Вот тогда мы каким-то образом, я думаю, сможем кадровый дефицит как-то преодолеть. Сейчас в медицинских колледжах и вузах по целевой программе обучается 20 азнакаевцев. Но вернутся ли все они обратно? Да, раньше были попытки. Они под разными предлогами хотели, конечно, остаться в Казани. Они выбирают там для себя какое-то узкое направление, кардиохирургия, там, сосудистой хирургии. А у нас же нет таких отделений. Они вот этим мотивируем. Но мы же стараемся находить общий язык, находились до сих пор. И они возвращались. Земский доктор – еще один плюс в решении проблемы. Так, в прошлом году в район из Башкирии переехали 4 врача. В 2018 году мы приехали с мужем. Самый первый вопрос же уже стоит у молодежи, где мы будем жить. И нам предложили служебное жилье. Выделение муниципального жилья и грантовая поддержка. Так, за 1,5 года в Азнакаево переехали 40 специалистов. В районе действует и своя программа, по которой обучение будущих врачей компенсируется из местного бюджета. В планах администрации перевести вот это старое здание поликлиники в жилой фонд и отремонтировать под квартиры для врачей. Помощь попросили у нефтяников. Если проект реализуют, то смогут привлечь порядка 30 специалистов. И тогда проблема с кадрами будет решена, уверены в исполкоме. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Азнакаево. Дефицит кадров – это острый вопрос для всего первичного звена здравоохранения, отметил сегодня Владимир Путин. Он предложил ряд мер по модернизации программы «Земский доктор». Предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату, при переезде на работу в сельскую местность или малый город. Врачи – 1 000 000 рублей, фельдшеры – 500 000 рублей. Новые предложения прозвучали сегодня в адрес предпринимательства. В чем они заключаются, об этом подробнее далее. Нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статью, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания. Татарстанские же предприниматели осваивают новые меры поддержки бизнеса. В республике их не одна и не две, счет идет на десятки. И это не только деньги, но и знания, причем бесплатные. Пользуются ли ими предприниматели и перед какими трудностями зачастую оказываются? На живом примере расскажет Рамиль Шайдуллин. Есть ли здесь сыры, которые до сих пор активно пользуются спросом? Да, здесь их, в принципе, очень много. Один из них – это российский император. Идея собрать лучшие сыры в одной витрине Ленару Латыпову пришла 2 года назад. Сыров было мало, искать хорошие приходилось буквально на ощупь. Спустя время его магазин – самая известная сырная лавка Казани. На сегодняшний день мы уже занимаемся тем, что подбираем сыры по всей России. И 90% наших сыров, они, в принципе, местного происхождения.
Чеддер, Гауда, Карфили, Чешир. Примерно год назад в его лавке появились и эти сыры длительной выдержки. Сыр, который попадает на эти прилавки, производят в том числе и здесь, на сыроварне в Высокогорском районе. Получаются классические сорта, используется татарстанское молоко, импортное и российское оборудование. По словам владельца сыроварни, только помещение и оборудование обошлись в 50 миллионов рублей. Чтобы развить дело дальше, нужны деньги. Но лояльных программ, признается сыровар, для такого бизнеса мало. У нас остается только кредитование на сегодняшний день. Да, кредитование есть, мы разговаривали, мы будем этим пользоваться, но потому что ничего не остается. Оба предпринимателя обратились в Республиканский центр поддержки. Там сейчас предлагают около 10 программ. Самая востребованная – микрозайм. Микрозайм за 2018 год получило более 240 предпринимателей в Республике Татарстан. На сегодняшний день это самая дешевая процентная ставка на рынке, 7,5%. Сумму займа мы повысили с этого года до 5 миллионов рублей. Ленар Латыпов эти деньги намерен получить уже до конца февраля. По планам они пойдут на новый магазин в Казани, а у сыровара Эдуарда Касакина на увеличение объема и ассортимента. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Высокогорский район, Казань. Честный бизнес в России – миф, а не реальность. По данным ВЦИОМ, так считают 62% опрошенных. 12 лет назад таковых было больше на 7%. При этом каждый четвертый респондент хочет открыть свой бизнес. Но главными препятствиями к началу своего дела они видят большие налоги, бюрократию, серьезные финансовые затраты и коррупцию. Открыть бизнес хочет мужчина от 45 до 59 лет с высшим образованием. К предпринимателям 89% опрошенных относятся положительно. Мы сегодня спросили казанцев, на их взгляд, бизнес в России – это все-таки миф или реальное дело? Честный бизнес, вести его возможно, даже нужно, но будет маленько сложно из-за коррупционной составляющей. Не так много получается, как все хотели, но и честно можно работать. Потихонечку, помаленечку. Сейчас не факт, что кто-то занимается честным бизнесом на самом деле. Я не могу говорить за всех, но опять-таки, если туда влезать, надо знать, что ты делаешь. 10% только может быть честного. И то очень долго не пролезешь. Если человек хочет работать для людей и ради людей, он будет работать честно. Преграда на их пути – неубранный снег. В снежном плену оказались жители деревни Татарские Урматы Высокогорского района. Говорят, с начала февраля никто не открывает дороги, не откапывает. Ни скорой проехать, ни пожарным. Почему власти не до них, задался вопросом Рамиль Галиуллин. Вот зимой уж дома сидим, дороги нет. Радик Гильманов последние 10 лет ухаживает за отцом. В кресле он оказался после 6-кратного инсульта. Зимой на улицу его практически не вывозят, коляска не проедет. Своего магазина в деревне нет, поэтому продукты и медикаменты привозят из соседнего села. Тоже частник, магазин держит. Он на своей машине приезжает на УАЗике, здесь народу набирает. Народ пешком до дороги выходит уж. И обратно тоже привозит, и люди, кто на санках, кто еще на чем, увозят свои продукты домой. Совсем страшно жителям села становится после большого снегопада. Тогда деревню отрезает от внешнего мира. Ни скорую вызвать, ни пожарные не проедут. В прошлом году у меня прихватило сердце. Скорая не смогла проехать. До машины помогли дойти соседи. Никому мы не нужны тут. Каждый год. В каком веку-то мы живем? Расчищать дороги приходится самим жителям. Вот та самая единственная тропинка, которая ведет из деревни к дороге. Ее проложили сами жители. Однако пройти здесь сложно даже мне, молодому парню, не говоря уже о пенсионерах. Шаг влево, шаг вправо, и можно по колено оказаться в сугробе. Глава сельсовета уверяет, чистят вовремя. Но в Татарских Урматах долго ждать уборки пришлось из-за сломавшейся техники. Мы приносим извинения из-за ломки трактора. Мы просто вчера не смогли. До этого мы постоянно после бурана всегда чистим дороги. Просто в буране техника сломалась. На второй день мы вышли уж чистить. Во время съемки трактор все же появился. Видимо, оперативно починили. Но, как говорят в исполкоме, на все поселения техники не хватает. Выходят ситуации так, что у них есть небольшие заложенные средства на очистку зимних дорог, заключать договора, если есть сельхозформирование на данной территории. Может быть, какие-то индивидуальные частные предприниматели, которые имеют такую технику, которая может очищать дороги зимой, помогать сельскому поселению. Ну, вот так выходим в ситуации. То есть в данном поселении, по крайней мере, трактор имеется. В районе таких жалоб мало. Но если возникнут вопросы по заваленным снегом дорогам, звони в исполком. Номер телефона на экране. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Высокогорский район.
Ну и как в продолжении истории, Владимир Путин послал сигнал тем, кто не живет чаяниями своего народа. Но если уж пришел, то надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги. И тем более никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях. Я прошу помнить об этом всегда. Таковы новости этого дня. Продолжим их обсуждать в прямом эфире в 9:30. До встречи. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Волейболистки «Динамо» Казани одержали победу в очередном матче Лиги чемпионов. В гостях команда Ришата Гелизюддинова обыграла финскую команду Хеменлина. Более опытный татарстанский коллектив доминировал на площадке всю игру, и девушки логично довели поединок до победы со счетом 3-0. Самым результативным игроком встречи стала казанская доигровщица Татьяна Кадочкина, в активе которой 20 очков. Следующий матч в Лиге чемпионов «Динамо Казань» проведет 26 февраля в Стамбуле против лидера группы «Б» Экзачибаши. К другим темам. Татарстанская спортсменка Евгения Косецкая стала бронзовым призером чемпионата Европы по бадминтону в Дании. А в это время юные представители этого вида спорта собрались в Казани. В центре бадминтона прошло первенство республики. Около 300 участников боролись за путевку на российские старты. В командном первенстве до 15 лет победу праздновали представители Казани. Серебряные медали завоевал Алексеевский район, бронзу Сабов и Нижнекамска. Напомним, что Казань в этом году принимает чемпионат мира по бадминтону среди юниоров. И каждый из юношей и девушек республики имеет шансы выступить на домашнем первенстве. Поддержка хорошая сейчас именно в данном виде спорта развития. Скорее всего, наверное, больше отдача как меня, так и моих учеников, воспитанников. Все горят, все хотят, все ставят большие цели, задачи. Тем временем в Высокогорском районе стартовало первенство республики по крэш на призы газеты «Сабантуй». На площадке спортивного комплекса «Биектау» собрались более 500 юных борцов. Они определят сильнейших в двух возрастных категориях – 2004 и 2006 года рождения. Отметим, что эти старты являются одним из самых важных для юношей. По итогам турнира спортсменам вручаются разряды и звания. Имена чемпионов и команд узнаем завтра. Финалы запланированы на 21 февраля. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! О погодных процессах после полезной информации. Изготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Данил Мастер». Хотите качественный и недорогой шкаф-купе по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваше желание. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Спонсор показа – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли операции, на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Погодные процессы напоминают о скором приближении весны. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики облачно и снежно, -4. На северо-востоке Татарстана теплее, но также ожидаются осадки, -1, -2. На севере Татарстана аналогичная ситуация, возможен снег. На северо-западе республики будет довольно пасмурно, 0 градусов. На юго-западе Татарстана температура поднимется до +1, ожидаются осадки. В центре республики пасмурно, пройдет снег, -1, -3. Офтальмологическая клиника «Третий глаз» уже 20 лет помогает людям сохранять зрение. Весь февраль хирургия катаракты 38 тысяч рублей. Лазерная коррекция зрения и хирургическое лечение косоглазия от 16 тысяч рублей за 1 глаз. Клиника «Третий глаз». Мы ясно видим картину дня и предлагаем лучшее. Передовые технологии в современном лечении и диагностике глаукомы и катаракты. Коррекция зрения на уникальном японском оборудовании. Клиника «Третий глаз». 202 202 8.
Ваш железный помощник, трактор сломался и работа простаивает? Спешите к нам! Запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике по выгодным ценам. В торговом доме «Агрозапчасть М». Телефон в Набережных Челнах 53 70 80. Компания «Торговый дом Агрозапчасть М» предлагает запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике. Это оригинальные запчасти, доставленные с заводов-изготовителей по самым выгодным ценам. Мы готовы стать вашим надежным партнером. В Казани будет облачно, снежно, возможна метель. Днем -1 градус. Ветер южный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 90%. В ночные и утренние часы ожидается магнитная буря. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Остеохондроз, грыжа, протрузия. Болезни позвоночника могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост».